В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная. Здравствуйте. Дороги в Якутии. Президент Владимир Путин поинтересовался ситуацией с дорогами в нашей республике и в соседней Магаданской области. Уголь и топливо запасов в труднодоступных населенных пунктах хватит до открытия автозимника. Строго по графику социально значимый маршрут номер 8 в Нерюнгри стал работать как часы. Новый телефон со скидкой в 50%. В компании Interaction Group заинтересовалось управление по борьбе с экономической преступностью. Самая старейшая школа Якутии готовится к юбилею. Учебное заведение номер 1 города Ленска с гордостью встречает круглую дату. Фламинго в Якутии. Птицу доставили в Нюрбу. Как ее состояние оценивают ветеринары. Президент России Владимир Путин сегодня на заседании правительства поднял вопрос о дорогах в Якутии. После доклада министра транспорта Евгения Дитриха глава государства поинтересовался у него, какова ситуация с дорогами в нашей республике и в соседней Магаданской области. Как у нас вот на севере дороги от Якутска на восток и на запад, на Магадан, вот трасса Магадан? В каком состоянии там сейчас? Значит, трассу Магадан мы поэтапно приводим в нормативное состояние. Там есть ряд грунтовых разрывов, с которыми мы сейчас работаем. Региональную сеть в Магаданской области мы также приводим в порядок. По Якутску, по моей памяти, там сейчас достаточно сложная ситуация, связанная с тем, что протяженность региональных трасс в республике Саха-Якутия, она достаточно большая. Порядка 12 тысяч километров у них сегодня в ненормативном состоянии. Это кратно больше, чем у всех остальных регионов. Дело в том, что Якутия в свое время, когда субъекты Российской Федерации передавали такие дороги в муниципальную собственность, оставляя только основные себе, она их, наоборот, концентрировала у себя в регионалке. И получилось так, что на все денег не хватило. Мы сейчас с ними совместно изыскиваем возможности ускоренными темпами приводить региональную сеть в нормативное состояние. Но это, конечно, не просто. 12 тысяч километров – это больше, чем у каждого из регионов, который сегодня восстанавливает дороги. Хорошо, ладно. Спасибо. Добавлю, что в середине октября Владимир Путин поручил правительству России, а также правительствам Магаданской области и Якутии до 1 марта следующего года представить предложение по созданию устойчивой автомобильной связи между Магаданской областью и Байкало-Амурской магистралью. Объем инвестиций в основной капитал Якутии в этом году составляет 421 миллиард рублей. Об этом сообщила сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства экономики Якутии руководитель ведомства Майя Данилова. Согласно инвестиционному посланию главы республики на 2019 год, в регионе в ближайшие годы должны сформировать эффективную систему привлечения инвестиций. Это позволит создать новую экономику и обеспечить лидерство республики по темпам развития и качеству жизни людей. По информации министерства, инвестиции увеличились на 18 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом. До 2024-го планируется привлечь еще порядка 500 миллиардов рублей в новые инвестпроекты, которые будут работать не только на экономическое развитие региона, но и решение социальных вопросов. Продвижение по инвестиционным проектам, которые являются ключевыми для Республики Саха-Якутия. Это строительство мостового перехода, по которому есть уже поддержка практически всех федеральных органов исполнительной власти. И к середине декабря мы должны уже выйти на практически решение о включении данного проекта в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Также есть решение уже о строительстве, привлечении инвестиций в строительство кардиологического диспансера, это вторая очередь, и онкологического диспансера. Поэтому в этих областях есть существенное продвижение. Ледовая переправа через Лену может открыться позже заявленных сроков. Сотрудники ГИМС проинспектировали излюбленное якутянами место для несанкционированного перехода через реку. Что удалось выяснить в ходе рейда и когда откроется автозимник, рассказывает Сергей Михедов.
Переправу Хатасы-Павловск не зря называют народной тропой. Ежегодно здесь сотни автомобилей начинают переправляться на другой берег реки еще за несколько недель до официального открытия автозимника и будто бы игнорируют предупреждение МЧС и реальную опасность для жизни. Сегодня административная комиссия города Якутска здесь проводит рейд по несанкционированному переходу и выезду машин на лед. Сотрудники ГИМС останавливают всех, кто пересекает реку пешком, и пока ограничиваются только устным замечанием. Рассказывают о поведении на тонком льду и вручают памятки, хотя подобные нарушения и караются намного строже. Начинается только от штрафа, предупреждения нету, от 3000 до 5000 на гражданина, на должностных лиц и предпринимателей индивидуальных, от 20 тысяч до 50 тысяч, а на юридические лица уже начинается от 100 тысяч до 1 миллиона штраф. Находясь здесь, складывается твердое ощущение, что народная тропа протоптана достаточно давно, как минимум 1 неделю назад. Но многие, ходящие здесь, даже не догадываются, что толщина льда в некоторых местах составляет всего лишь 12 сантиметров. Перед комиссией стоит еще одна задача – мониторить процесс уплотнения ледового покрова. Для этого используют два метода – либо по старинке с помощью бура и рулетки, либо сотрудники ГИМС берут с собой специальный прибор, который способен измерить толщину льда без вмешательства в его целостность. Говорят, погрешность в точности измерений всего 2 сантиметра. Там, где замерили у нас на глазах, толщина льда вызывает опасения. 17 сантиметров, да, для пешеходов можно. Да, но все равно местами есть 10, где и 7. Несмотря на то, что уже середина ноября, переменчивая погода может внести коррективы в сроки открытия автозимника в этом году. Сейчас уже ведутся подготовительные работы, отсыпают подъездные пути и проводят так называемую трассировку. В этом году зимняя переправа будет в 4 полосы автомобилей, 2 полосы постоянного движения и еще 2 в случае повреждения трассы. Когда откроется дорога, точно не знает никто. 29 ноября. Хатасы-Павловск. Примерный график. Ну, с такой погодные условия, я думаю, она позже может открыться. Пока что переправа здесь закрыта. Пешеходам и тем более автомобилям перемещаться по льду категорически запрещено. А сотрудники ГИМС продолжат инспектировать ледовые переправы вплоть до официального открытия зимника. Сергей Михедов, Джилустан Анакентьев, Хатасы. Запасов угля и топлива в труднодоступных населенных пунктах хватит до открытия автозимника. Так, в период навигации доставлено 539 тысяч тонн запаса, что составляет 100% от запланированного. По предварительным данным, автозимник откроется в конце января по март следующего года. В данное время в труднодоступных населенных пунктах республики запасы топлива составляют более 500 тысяч тонн угля и 70 тысяч тонн нефтепродуктов. В этом году навигация прошла нормально, все грузы завезены на 100%. Ну, в этом году автозимником, как ежегодно планируется для завоза порядка 600 тысяч тонн, в том числе 500 тысяч тонн угля и 100 тысяч тонн жидкого топлива, то есть нефти и нефтепродуктов. Социально значимый маршрут номер 8 в Нерюнгри стал пунктуальным. Ранее складывалась сложная ситуация с внутригородскими пассажирскими перевозками, и с наступлением холодов она ощущалась наиболее остро. Что изменилось теперь, расскажут наши коллеги. С 1 ноября в Нерюнгри предприятие «Риасон Прогресс» начало оказывать услуги по перевозке пассажиров на регулярном, социально значимом городском маршруте номер 8. Занимаемся мы транспортом с 2013 года. В этом году, 2019 года, получили лицензию на пассажирские перевозки. Маршрут номер 8 социально значимый. Начинает движение с Каскада. Далее по центральным улицам города конечная остановка, больничный комплекс и роддом. Из-за прежних частых срывов расписания данного маршрута пассажиры просто перестали в него верить. Нерюнгринцам было проще сразу вызвать такси, чем мерзнуть на остановке в надежде уехать на общественном транспорте. Те, кто каждый день ездят на больничный комплекс, теперь говорят, что новая «восьмерка» сродни чуду. Да это вообще не дождешься. Ну, допустим, на 11 идет, обратно уже едет. Часом бывает и не сойдет, с рейса нет. Ну, в общем, как хочешь, так добирайся. Но обычно на такси едешь. Ну, а если пенсионер, как накатаешь разве?
Ну, вот сейчас вот удобно, конечно. Они вот и на 12:20 идут, и на час идет обратно оттуда, если. И также здесь по времени. Конкретно уже знаю, что я иду к какому-то времени, я знаю, что я уеду. То я не буду стоять, мерзнуть или ловить такси. Сегодня на линии по маршруту номер 8 находятся два совершенно новых автобуса, которые работают строго по графику в рабочие и выходные дни. В дальнейшем, при условии увеличения пассажиропотока, мы готовы предоставить побольше автобус и увеличить тем самым комфортность и настроение, так скажем, пассажиров. Для нас это немножко новый вид услуг. Мы очень внимательно готовы выслушать все замечания, все предложения от пассажиров. Сделаем все возможное, еще раз говорю, для улучшения качества обслуживания наших пассажиров. Новые автобусы, новое расписание. Безусловно, это приятная новость для нерюнгринцев. Как признаются горожане, хотелось, чтобы точное расписание сохранялось и на остальных маршрутах. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Бродячие собаки с наступлением холодов, сбившись в стаи, наводят страх на жителей Якутска. Несмотря на то, что городские службы проводят отлов, четвероногих меньше не становится. Лишь за октябрь в столице было отловлено 400 голов. Как решается в Якутске эта проблема, узнавала Сусанна Рожина. Проблема бродячих собак не особо решается в Якутске. Бродячие псы оккупировали все санитарные точки города не только на окраинах, но и в самом центре. Горожане боятся не сколько за себя, сколько за детей. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Так можно охарактеризовать ситуацию с бродячими собаками. Эта проблема будет, пока сами безответственные жители ради забавы, заведя питомца, не перестанут их оставлять на улице. Другое дело – это хозяйские псы, которые изначально являются цепными и которым человеком рекультивируется, взращивается вот эта вот агрессия. И цель содержания указанных животных – это прогнать нежелательных гостей и так далее. Вот когда такие собаки попадают на самовыгул и сбиваются в стаи, опаснее этих стай у нас нет, потому что это агрессивные собаки. Они, соответственно, борются за свое существование и доминантное положение. На данный момент отловом собак в Якутске занимается МУП «Жилкомсервис», но власти города хотят передать эти полномочия на уровень республики. Говоря о проблеме бродячих собак, следует отметить, что предупреждение, ликвидация и лечение болезней животных, а также содержание, отлов безнадзорных животных – это являются государственные полномочия Республики Саха-Якутия. В Якутске работают 2 бригады по отлову собак, которые выезжают по вызовам и жалобам от населения. Бдительным горожанам следует звонить в единую дежурную диспетчерскую службу и сообщать точный адрес, чтобы приехала бригада. Их усыпляем, Ну, отсюда очень много жалоб. Да, вот он. Ну, этот слишком маленький. Тут. Ну, вот катается, мы с жилкомсервисом, я специалист управы, жилкомсервисом ездим. Жалоб очень много по Маяковскому, Лонгину. Отловленные собаки в течение 10 дней содержатся в пункте передержки, а затем их усыпляют. Чтобы забрать питомца, необходимо заплатить 500 рублей за отлов и 150 рублей за день передержки. Что самое интересное, не все горожане согласны оплатить эту сумму. Людям легче согласиться на эвтаназию животного. Есть оборотная сторона медали, ведь такие же требования будут ужесточаться и по отношению к безответственным владельцам этих животных. Мы с вами медленно, но верно движемся к их чипированию и контролю. Неважно, в чьи полномочия будут переданы функции отлова и передержки бездомных собак. Но пока горожане не будут более осознанно заводить питомцев, эта проблема будет актуальной всегда. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Новый телефон со скидкой в 50% компании Interaction Group заинтересовалось Управление по борьбе с экономической преступностью. Самая старейшая школа Якутии готовится к юбилею. Учебное заведение номер 1 города Ленска с гордостью встречает круглую дату. Фламинго в Якутии. Птица доставлена в Нюрбу. Как ее состояние оценивают ветеринары. В эфире «Итоги дня». Мы продолжаем.
Гаджеты с 50% скидкой. Сомнительная организация якобы по продаже смартфонов ввела жителей республики в заблуждение. Магазин Interaction Group навел немало шума на просторах интернета. По какой причине компания приостановила свою работу и как быть людям, которые заплатили деньги, продолжит Дмитрий Тымыров. 10 часов утра офис магазина закрыт, но рядом уже выстроилась очередь. Почуяв неладное, люди решили срочно вернуть свои деньги. Впрочем, от комментариев на камеру все категорически отказываются. Спустя 45 минут появляются инициаторы этого проекта. Свой бизнес они, конечно, не позиционируют как пирамида, но все характерные условия соблюдены. По условиям договора вы должны оплатить задаток. Это, скажем, если это iPhone 11, 50 тысяч рублей на 256 гигабайт. Человек оплачивает задаток. Дальше он должен выложить 2 поста в своем Инстаграм или в ВК, в WhatsApp, неважно, да? С этой рекламы должны прийти люди. Люди заинтересованные, не которые обязаны прийти, да, а просто заинтересованные люди. Вот человек, получается, согласился со всеми условиями. Мы сказали ему, если вы не приводите людей, вы попадаете в очередь ожидания. Однако у юристов образец договора вызывает определенные сомнения. Рассмотрев данный договор, сложности будут в возврате денежных средств. Почему? Потому что этот договор, который заключается с потребителями, он является, имеет признаки смешанного договора, да? То есть условия задатка. А задаток у нас с точки зрения гражданского права, он подразумевает, скажем так, формы исполнения, обеспечения самого исполнения договора, да, тех обязательств, которые предусмотрены им. Изменились и сроки доставки товара. Если раньше на его ожидание уходила пара недель, то сейчас до 2-3 месяцев. Агрессивная реклама в социальных сетях дала свой обратный эффект. Многие любители скидок и халявы все же почувствовали возможный обман. Но есть и такие, кто успели получить нужный гаджет по бросовой цене и продолжают верить в проект, ведь они привели в него своих знакомых. Я пришла вот сюда выяснить, что вообще случилось, что это такое, что это за фирма. Реально это сетевой маркетинг, да? Как я думала, да? А сейчас вот реально вот мне интересно, из-за этого я ровно пришла, когда вы брали интервью, узнать, что происходит вообще. Потому что мое имя здесь тоже, как говорится, слишком было, тоже упоминали меня везде, как будто я тут всех хоровод, всех тут это устраивала. И тех, кто купился на громкую рекламу, уже около 500 человек. И как в любой пирамиде, те, кто внесли свои деньги первыми, смогли приобрести технику по выгодным ценам. Сегодня у нас закрытых более 120 человек, более 120 закрытых договоров у нас имеется. И в очереди ожидает примерно 350-400 человек. Однако в случае закрытия магазина этим ожидающим точно не увидеть не только собственных денег, данных в задаток, но и вожделенных гаджетов. Мы сейчас в данное время временно приостанавливаем приток новых клиентов. То есть с новыми клиентами пока временно не работаем. Договора новые не заключаем, так как идет следствие. В отношении сомнительной организации начата проверка Управления по борьбе с экономической преступностью. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Первые водные грибы, готовившиеся к выходу на сушу, обнаружили в осадочных породах на территории современной Якутии. Как рассказал главный научный сотрудник Института геологии, алмаза и благородных металлов Петр Колосов, весьма древние грибы в такой сохранности ранее в мире не находили. Ученым удалось установить, что на юго-востоке сибирской платформы около 550-600 миллионов лет назад в водной среде существовали паразитирующие на водорослях дрожжевые грибы. Также были найдены споры дрожжей и грибы, проникавшие в клетки водорослей, как современные лишайники. Сама сибирская платформа в то время была занята мелководным, хорошо прогреваемым морем. Ранее где-либо в мире не находили таких древних отложениях. Есть грибы в отложениях возрастом 400 миллионов лет и более поздние. А в докембрийских отложениях, датируемых 600 миллионами лет, нигде в мире не находили. В этом отношении это очень интересно. И вообще это находка очень интересна с точки зрения эволюционной биологии.
В Якутию прилетел фламинго. Его обнаружили пастухи в Нюрбинском районе, когда занимались заготовкой льда на озере Былах. Сейчас птицу доставили в Нюрбу. Ветеринары обследовали фламинго, сделали необходимые инъекции. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Как отмечают орнитологи, на территории Якутии с 1976 по 1989 годы было зафиксировано 5 случаев появления фламинго. Все они приходились на позднюю осень. Птицы были сильно истощенными, а иногда и вовсе погибали. Залетают к нам фламинго, как и многие другие птицы, случайно отбившись от стаи. О готовности принять птицу сообщили в зоопарке Арту-Дайду. Так как птица фламинго на территории Российской Федерации не обитает и находится в Красной книге Российской Федерации, то судьбу решает управление Росприроднадзора. И в дальнейшем при согласовании отлова данной птицы мы направим птицу либо в природный парк «Живые алмазы», либо в зоопарк Арту-Дайду. От времени до пространства под таким названием представили свои работы жителям алмазной столицы художницы Прасковья и Кристина Новгородовы, рассказывает Марферина Алексеева. Представленные картины – это личный рассказ художниц. В экспозиции живописные и графические произведения, дающие возможность зрителю рассмотреть то, что делали художницы на протяжении своей жизни. Прасковья и Кристина – мать и дочь. На данный момент живут, учатся и работают в Москве. Прасковья, работая в Большом театре, запечатлевает образы балерин, ведя своеобразный дневник из закулисья. Кристина отдает предпочтение повседневным ощущениям, реализму, воспоминаниям о родном далеком севере, доме и близких ей людях. Мой дедушка – это мой какой-то спутник по жизни, моя муза – это человек, за которым я постоянно наблюдаю. И мне всегда нравилось, что он чем-то занимается, он всегда такой молод душой. Это тот человек, которым я восхищаюсь. Одной из главных работ Кристины является ее дипломная работа «Картина. Точка невозврата». Художница посвятила ее памяти погибших шахтеров вследствие аварии на руднике «Мир». Дочка заинтересовалась в этом. Мам, можно я съезжу вот в Мирный, на пленэр, порисую? Не знаю, вот я как мать ребенка, да, вот сын поехал работать и не возвращает. Как бы это целая трагедия. И выносят эту работу, прям преподаватели, все ребята, которые там все защищались, и все там, весь зал стал, и как бы кто даже плакал, кто а я вообще не могла вот остановиться, как бы такой вот прям был порыв. Все картины совершенно разные. Два поколения описывают свое видение на искусство. Линия произведений о закулисье сцены Большого театра символично представлены именно в год театра. А реализм и рабочий класс близок для многих жителей промышленных городов. И они же все несут разное. Здесь где-то лето, покой, уединение с природой. И совсем другую энергию несет работа. Одно название, которое говорит само за себя – «Точка невозврата». Я каждый раз думаю, что вообще здорово, что есть такая возможность, потому что наш город очень обеднен. Многие из представленных картин уже выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске и Намцах. Мирный является конечным пунктом выставки «От времени до пространства». Возможность ознакомиться с работами талантливых художниц представлена горожанам до 30 ноября. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Самая старейшая школа Якутии готовится к юбилею. Это школа номер 1 города Ленска. Там, как только вышел указ президента, перешла в одну смену обучения. Еще одна гордость – Яблоневый сад, который стал достоянием образовательного учреждения. Его посадили учителя и ученики, ушедшие из стен школы на войну. А фрукты из сада в советское время не раз становились экспонатами выставки на ВДНХ. Первый в Якутии класс Роснефти появился в Ленске в школе номер 1, и уже 4-й год он выпускает учеников, которые поступают в ведущие вузы страны. Ни один гран-при республики и России завоеван учениками и учителями этой школы. В этом году у нас 3-й выпуск будет. У нас, правда, 15 человек. Там всего 2 человека с другой школы. Наши всего 15 человек. Из них идет 6 медалистов. Но теперь задача этих детей – подготовиться к экзаменам, сдать ЕГЭ
и чтобы баллы были более 70%. Вот тогда они, значит, оправдывают свое название медалист школы. Такие объединения, как театр «Максимум», спортивный клуб «Алмаз», патриотический клуб «Виктория», волонтерский клуб «Надежда». Театр «Максимум» принимает участие во всех мероприятиях Ленского района и даже имеет награды российского уровня. Таким мы запомним уходящий день. Оставайтесь с нами. Передаю слово коллегам из Алдана.